بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Мы говорили об аяте, где Всевышний Аллах Азза ва Джаль указал нам, что Он усовершенствовал для нас нашу религию. И по поводу этого аята, как мы знаем, как сказал шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, рахимахуллах, 10 вопросов или же 10 дел, которые касаются этого аята, и также вокруг которых крутится весь этот мир. Мы упомянули некоторые из них. Первое – это было единобожие. Второе же было это насиха, чтобы аль-вааз – это когда верующий человек должен брать для себя наставления или же наставлять других к одобряемому. Третье же было это дела, которые Аллах Азза ва Джаль принимает, то есть благие дела, которые принимаются Аллахом Азза ва Джаль, и то, что отвергается. Четвертое же это правление не по закону Аллаха Азза ва Джаль. То есть эти четыре мы упомянули, и сегодня пятое это положение общества, положение мусульманского общества. И как мы знаем, нет сомнения в том, что Коран указал на лечение жажды этих положений и проблем. То есть как мы должны убрать эти проблемы в обществе мусульман, чтобы общество мусульман было единым. И также Коран осветил нам дорогу к этому. И поэтому, как сказал шейх, рахимахуллах, или же как мы должны понимать, что вот этот вопрос, именно этот вопрос касается положений исламского общества. И каждый верующий, каждому верующему, то есть верующим людям, Аллах Азза ва Джаль приказал, чтобы они нашли между собой взаимосогласие и дружбу. И чтобы они относились друг к другу лучшим образом, чтобы мы были таковыми братьями, как нас назвал Аллах Азза ва Джаль. И поэтому каждый, тот, кто главенствует из числа верующих, должен быть мягок к тем, кто находится под его рукой. И каждый, у кого есть какая-то степень или же какая-то должность, он должен понизить свое крыло смирения по отношению к тем, кто являются слабыми из исламского общества. И именно таким образом достигается вот эта связь между мусульманами, достигается сплоченность и также помощь друг другу в благом деле и в богобоязненности, а также именно вот эта сплоченность приводит общество мусульман к единому слову, и верующие люди становятся как одна рука против своих врагов. То есть именно таким образом верующие люди общество мусульман будет сильным против его врага и будут главенствовать на этой земле. Если же, например, верующие люди будут разделяться, если же они будут отделяться и строить свои отдельные группы, конечно же, вот это разделение приведет вот эту умму к тому, что они потеряют свое моральное состояние, потеряют вот этот дух ислама. И как Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Инна аллазина фарраку динахум ва кану ши'ан ласта минхум фи шей». Аллах Азза ва Джаль говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям: ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. И также в другом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Валя такуну миналь мушрикин миналь лазина фарраку динахум ва кану ши'а куллу хизбин бима ладейхим фарихун». Не будь в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет.
То есть вот это разделение и разобщение – это издел мушриков, издел многобожников и кафиров. И Аллах Азза ва Джаль в этом аяте сказал пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы у него не было никаких отношений к этим делам. То есть в этих аятах указание верующим людям, чтобы мы не уподоблялись этим мушрикам, разделяясь разделяясь на разные группы. Поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит пророку, алейхиссалату вассалям, ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию. То есть свою религию раскалывать – это издел мушриков и кафиров. Однако верующие люди, они должны стараться объединиться, какие бы большие проблемы или же какие бы большие разногласия у них не были, будь это дел, которые касаются этого мирского. То есть если есть какие-то проблемы, касающиеся мирского, то есть если между обществом или же между двумя людьми, то есть они должны пойти к знающему человеку и разрешить его в соответствии с законом Аллаха Азза ва Джаль. Или же если есть разногласия в отдельных вопросах религии, то опять, то есть если они ошиблись в этих вопросах, опять-таки они должны возвращаться к религии Аллаха Азза ва Джаль, должны возвращаться к Коране и Сунне, и именно таким образом разрешить вот эту проблему, которая возникла у них. То есть, если такого не будет, конечно же, будет и разделение, конечно же, будет и непонимание, и вражда в обществе мусульман. И поэтому Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: «Инна хадихи умматукум умматам вахида». Поистине, это ваша умма, это единая умма. То есть, если и умма единая, конечно же, и у них ихний Господь один, у них пророк один, ихний закон один, это Коран и Сунна, ихняя религия одна, это религия ислам. То есть, когда мы это поймем, то есть является обязательным для нас, чтобы верующие люди убрали вот эти разделения и вот эти разногласия между собой. Да, по-любому без разногласий в некоторых вопросах это не будет. Однако это не значит, что мы не должны стараться разрешать вот эти проблемы. Мы должны все больше и больше трудиться над этим. Если же есть люди, которые считают себя верующими мусульманами, и даже если они видят какие-то проблемы между собой, даже в некоторых вопросах религии, в любом случае, если они искренне верующие люди, и если у них намерения правильные, они должны стараться разрешить этот вопрос именно с помощью Корана и Сунны. И только таким образом уйдут вот эти проблемы в обществе мусульман. И поэтому также мы должны понимать, что общество мусульман, да, всегда в обществе мусульман, особенно после того, как ушли наши праведные предшественники, праведные халифы, конечно же, после этого начались многие разделения, многие непонимания. Но тем не менее, всегда верующий человек должен стараться избежать вот этих разделений и вот этих проблем, именно избежать их таким образом, чтобы мы обращались к книге Аллаха Азза ва Джаль и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И посмотрите, что же сказал шейх, рахимахуллах. Он говорит, шейх говорит, посмотрите же, что же приказал Аллах Азза ва Джаль сделать главному, самому большому главе этой уммы, то есть пророку, саллаллаху алейхи вассалям, по отношению к его обществу, то есть по отношению к его умме. И Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал пророку, алейхиссалату вассалям: «Вахфид джанахака лиман иттабаака миналь му'минин». Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит, по милости, то есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит, то есть склони свое крыло перед верующими, которые следуют за тобой. То есть будь добр и милосерден к ним. И Аллах Азза ва Джаль говорит: «Фаин асаука факуль инни бариум мимма та'малун». То есть, а если же они ослушаются тебя, то скажи: я не причастен к тому, что вы совершаете. То есть в этом аяте Аллах Азза ва Джаль приказал пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы он относился к верующим людям, которые следуют за ним, чтобы он относился к ним
с милосердием и добром, чтобы он проявил к ним добро. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Фабима рахмати мин Аллахи линта лахум, валау кунта фаззан галид аль-кальби ланфадду мин хаулика». Аллах Азза ва Джаль говорит: по милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Аллах Азза ва Джаль говорит: прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. То есть в этом аяте также Аллах Азза ва Джаль сказал пророку, алейхиссалату вассалям, из-за того, что он относился к тем, которые за ним последовали, к своим сподвижникам, то есть этой умме, из-за того, что он был с ними мягок, Аллах Азза ва Джаль, то есть сделал их поддержкой для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А если бы он, особенно в начале распространения религии, если же бы он был бы жестокосердным, и если же бы он был грубым с ними, то непременно они бы покинули бы его, оставили бы его. И после этого Всевышний Аллах Азза ва Джаль также говорит: даже если ты увидишь от них некоторые дела, которые тебе не нравятся, такие как грубость или же неподчинение в некоторых делах, Аллах говорит: прости же их, то есть прости их и попроси для них прощения у Аллаха Азза ва Джаль и советуйся с ними о делах. То есть даже несмотря на то, что пророку, алейхиссалату вассалам, не спосылалось вахью Аллахом Азза ва Джаль, ему не спосылалось откровение от Аллаха Азза ва Джаль, тем не менее Всевышний Аллах сказал ему, чтобы он советовался теми, которые следуют за ним, то есть верующими людьми. И это также указывает на важность этого, чтобы верующие люди советовались между собой. То есть, если особенно в делах, которые касаются этой уммы. И то есть в этих аятах указание Аллаха Азза ва Джаль, что именно добрые отношения к тем, которые следуют за тобой, или же, то есть, когда ты относишься к ним мягко и просишь для них прощения у Аллаха Азза ва Джаль, это одно из таких важных дел, которые объединяет эту умму, объединяет это общество мусульман. Хотя в отдельных случаях есть свои постановления именно в ахкамах ислама. И также шейх, рахимахуллах, шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити говорит: посмотри же, что же приказал Аллах Азза ва Джаль сделать верующему человеку, то есть верующим людям, что же приказал Аллах Азза ва Джаль этой общине мусульман сделать по отношению к ихним главам или же правителям. Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Я айюхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'у Расуля ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху Азза ва Джаль, подчиняйтесь его пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подчиняйтесь пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и обладателям власти среди вас. То есть в этом аяте Всевышний Аллах указал нам, что мы должны подчиняться в первую очередь Аллаху Азза ва Джаль, его посланнику, и также, что мы должны подчиняться обладателям власти среди нас, имеется в виду среди мусульман, то есть обладатели власти из числа мусульман. То есть этим аятом мы понимаем, что все, кто не являются мусульманами, или же все, кто не правит по закону Аллаха Азза ва Джаль, то есть они не входят в этот аят. Сюда, в этот аят касается только правителей мусульман, которые правят по закону Аллаха Азза ва Джаль, и у которых нету дел, которые выводят их из религии ислама. И это очень важно. И как сказал Али, радийаллаху анху, Али ибн Аби Талиб, радийаллаху анху, он сказал: «Хаккун аля имами ан яхкума бима анзал Аллаху ва юаддия аль-амана». Является, то есть правом или же является обязательным для каждого имама, чтобы он правил по закону Аллаха Азза ва Джаль, то есть чтобы он правил или же судил по тому, что было ниспослано Аллахом Азза ва Джаль, и чтобы он выполнял то, что ему доверено. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ, если же он будет поступать таким образом, то فَحَقٌّ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا, тогда является обязательным или же правом тех, которые находятся под его властью, чтобы они слушались его и подчинялись ему. И только после этого верующие люди подчиняют своему правителю.
то есть когда он правит по закону Аллаха Азза ва Джаль и выполняет то, что ему было приказано или же ему было доверено Аллахом Азза ва Джаль. И также шейх говорит: посмотри же, что же приказал сделать Аллах Азза ва Джаль человеку по отношению к его личному обществу. То есть его личное общество – это его дети и его жены. То есть каким образом должен поступать человек по отношению к своим женам, к своим детям, которые являются его личным обществом, чтобы улучшить положение всего нашего общества, всего общества мусульман. Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Я айюхаллазина аману, у анфусакум ва ахликум нару ва кудуха ан-насу вал хиджара, алейха малаикатун гилазун шидадун, ла я'сун Аллаха ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун». О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы, суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте указал, что каждый человек, то есть как должен поступать каждый человек по отношению к своей семье, по отношению к своим детям и к своим женам. И Аллах Азза ва Джаль указал нам, чтобы мы оберегали свои души и души своих домочадцев, то есть души тех, которые находятся под нашей рукой. Это в первую очередь твои дети и твои жены. Почему? Потому что каждый человек является ответственным за тех, которые находятся под его рукой. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Куллюкум ра'ин ва куллюкум мас'улун ан ра'иятихи». Каждый из вас является пастухом, и каждый из вас ответственен за свою паству. То есть так же, как пастух, когда пасет свое стадо овец, то есть именно он является ответственным за это. То есть как он будет оберегать их от нападений дикого зверя и так далее. То есть таким образом человек, каждый верующий человек обязан или же является ответственным за тех, кто находится под его рукой. И поэтому мы должны понимать именно вот это отношение верующего человека или же улучшение состояния вот этого личного общества каждого человека приводит к улучшению состояния общества мусульман. То есть если каждый человек будет стараться в первую очередь улучшить положение своего личного общества, то есть своей семьи, то есть если каждый человек, если у каждого человека в семье будет порядок, если семья каждого человека будет из тех, которые подчиняются Аллаху Азза ва Джаль, соответственно, вот эти маленькие общества, они соберутся в одно большое исламское общество, которое будет в порядке, которые будут подчиняться Аллаху Азза ва Джаль. То есть это такие шаги, которые приводят вот эту умму, это общество, к подчинению Аллаха Азза ва Джаль. И также шейх говорит: посмотри же, как Аллах Азза ва Джаль побуждает к осторожности и благоразумию именно по отношению вот этого твоего личного общества, то есть твоей семьи. Аллах Азза ва Джаль приказывает, если же мы увидим от них то, что не подобает, то есть то, что мы не желали бы от них увидеть, то есть некоторые ослушания, например. То есть в этом действии Аллах Азза ва Джаль в первую очередь приказывает нам, чтобы мы были осторожны и благоразумны по отношению к нашим семьям. И второе, чтобы мы простили их и, то есть, улучшили вот это положение, которое в твоей семье. И Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Я айюхаллазина аману, инна мин азваджикум ва аулядикум адуа лакум фахзарухум, ва ин та'фу ва тасфаху ва тагфиру, фа инна Аллаха гафурур рахим». О те, которые уверовали, воистину среди ваших жен и ваших детей есть враги вам, остерегайтесь их. Но если вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их. То есть Аллах Азза ва Джаль прощающий, милосердный. По поводу этого аята ученые муфассиры разделились в его значение. Некоторые сказали, это касается того, что когда семья
противоречат друг другу, то есть когда есть какие-то противоречия в семье, например, если ребенок противоречит своему отцу, или же когда они прерывают свои родственные связи. А другие ученые сказали, это не касается такой явной вражды, однако это касается религиозной вражды. И как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Аль-валаду маджбанатун мабхалатун». То есть ребенок, сын человека, он приводит, возможно, иногда он приводит к тому, что его отец становится или же трусом, или же скупым. Почему? Потому что в то время, когда Аллах Азза ва Джаль приказал, например, верующим людям, особенно когда, например, возьмем сражение на пути Аллаха Азза ва Джаль, если сражение является обязательным фарду айн на каждом человеке, то может быть такое, что этот человек из-за своей семьи или же из-за своих детей оставит вот этот приказ Аллаха Азза ва Джаль, то есть и это сделает его трусом. И в других вопросах, например, выплачивание заката или же выплачивание другого садака, иногда может быть человек, подумав, что если он отдаст вот этот закат, или же если он будет давать садака людям, бедным людям, что его дети останутся без имущества, без денег и так далее. То есть это также приводит человека к скупости. То есть именно вот это и есть вражда, религиозная вражда, которая может исходить для верующего человека от его семьи. Или же так же, как Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал, пусть ваши семьи, ваши жены и дети, пусть они не отвлекают вас от поминания Аллаха Азза ва Джаль. Если же человека, его семья отвлекает от поминания Аллаха Азза ва Джаль, от поклонения Аллаху Азза ва Джаль, это означает, что они ему именно в этих делах являются врагами. То есть, почему? Потому что только враг может желать своему врагу плохой исход. И поэтому верующий человек должен быть осторожным и благоразумным, особенно в делах своей семьи. То есть он должен понимать, что в первую очередь он должен поклоняться Аллаху Азза ва Джаль должным образом и также выполнять обязательства по отношению к своей семье. И, конечно же, из этих обязательств в первую очередь это чтобы он спас их и себя от адского огня, именно в первую очередь подчинением Аллаху Азза ва Джаль. И также шейх говорит, посмотри же, что же приказал Аллах Азза ва Джаль отдельным личностям этого общества, чтобы они, то есть как они должны поступать между собой, как они должны быть, какие отношения у них должны быть между собой. И Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Инна Аллаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил курба ва янха анил фахша'i вал мункари вал баги я'изукум ла'аллакум тазаккарун». Аллах Азза ва Джаль говорит в этом аяте: воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. То есть, чтобы мы были справедливы, чтобы мы делали добро, и также, чтобы в некоторых случаях дарили подарки своим родственникам. То есть, это одно из тех дел, которые связывают родственные узы между людьми. Аллах Азза ва Джаль запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помянете назидание, говорит Всевышний Аллах. То есть в этом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль указал нам, что то есть в этом аяте в первую очередь есть приказ Аллаха Азза ва Джаль этому обществу, чтобы они, то есть верующие люди, чтобы они старались совершать все благие дела по отношению к своим братьям. И также, чтобы они оставили все плохие отношения к своим братьям. И поэтому передается, что Умар ибн Абдуль-Азиз, рахимахуллах, приказал всем тем, которые делали хутбы в день джум'а, чтобы они обязательно читали вот этот аят в своих хутбах, так как в этом аяте, как мы уже сказали, есть то, что Аллах Азза ва Джаль приказывает, чтобы верующие люди поступали или же делали
все возможные добрые дела по отношению к своим братьям, и также, чтобы они оставили все злодеяния по отношению друг к другу. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит в другом аяте: «Я айюхаллазина аману штанибу каthиран мина занни инна ба'да занни исм, ва ла таджассасу, ва ла ягтаб ба'дукум ба'да». Всевышний Аллах говорит в этом аяте: «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга». То есть в этом аяте Аллах Азза ва Джаль указывает нам, что нельзя, чтобы у нас были какие-то предположения по отношению к своим братьям. Даже если, например, кто-то тебе будет говорить о твоем брате, что он сделал то, что он сказал то-то и то-то, то есть верующий человек не может слушать его молча и проглотить все, что ему сказали. Обязательно является для верующего человека, чтобы он узнал, является ли это правдой или нет. Также, если верующий человек думает о своем брате что-то, то есть он не должен просто молчать и оставить это у себя в голове. Именно вот это положение сегодня привело это общество, можно сказать, это одна из таких больших причин, которая привело это общество к расколу. Я, например, подумал о своем брате что-то плохое, но не уточнив это, оставил у себя в голове, и именно этим образом у меня появляется вражда к нему. И когда у меня есть вражда к нему, я не общаюсь с ним, не разговариваю, соответственно, он также начинает относиться по отношению ко мне таким же образом. То есть именно вот эти некоторые неправильные предположения по отношению к своим братьям сделали большой раскол в этой умме. А как мы должны были бы поступать? Мы должны поступать так же, как это делали наши сподвижники, то есть как делали это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, наши праведные предшественники. Если ты что-то заподозрил, или же если ты что-то подумал о своем брате, так подойди к нему и спроси у него, правда ли это, то, что я думаю, или то, что мне рассказали. То есть именно таким образом разрешаются вот эти проблемы, особенно между братьями. И также Умар ибн аль-Хаттаб говорил: «Ла тазунна би калиматин хараджат мин ахика шарран, ва анта таджиду лаха фил хайри махмаля». Не думай о слове, который сказал твой брат плохое, если же ты находишь то, к чему ты мог бы отнести это слово к благому. И также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иякум вазан фа инна занна акдабуль хадис. Валя таджассасу, валя тахассасу, валя табагаду, вакуну ихвана». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Остерегайтесь дурных мыслей о людях, ибо поистине дурные мысли – это самые лживые слова». То есть именно вот эти дурные мысли, которые тебе приходят в голову о твоем брате, это является самыми лживыми словами, самыми лживыми предположениями. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: не разузнавайте, то есть не ищите какие-то косяки в своем брате. И также не шпионьте, не завидуйте друг другу, не поворачивайте спиной друг к другу. Откажитесь от ненависти по отношению друг к другу и будьте братьями ради Аллаха Азза ва Джаль. И будьте братьями, о рабы Аллаха. Чтобы быть братьями, мы должны оставить все то, что нам сказал пророк, алейхиссалату вассалям, оставить по отношению друг к другу. То, что касается всех таких дурных мыслей по отношению друг к другу. И вот этих всех недугов, которые нам приказал оставить пророк, алейхиссалату вассалям. То есть это является, если же мы не будем оставлять вот это все, и если мы не будем уточнять вот эти положения, которые возникают в обществе мусульман, или же возникают между двумя братьями, конечно же, это приводит в итоге к тому, что эта умма разделяется и делится на разные группы. И вот эта гиба, как мы знаем, это даже если в твоем брате есть какие-то качества, которые являются нехорошими,
И даже вот эту гибу, как мы знаем, нельзя делать. «Валя яхта ба'дукум ба'ду». То есть не злословьте друг за другом, говорит Аллах Азза ва Джаль. И гиба это, как сказал пророк, алейхиссалату салям, «Зикрука ахака бима якраху». То есть когда ты говоришь о своем брате то, что ему не понравилось бы, даже если это в нем есть. И также мы должны понимать, что это общество мусульман, то есть каждая личность в этом обществе, мы должны быть такими, чтобы мы старались, даже если кто-нибудь будет плохо относиться к нам, мы должны стараться относиться к этому человеку лучшим образом. Если кто-нибудь тебе сделал зло из верующих людей, обязательно учтите это. Из верующих людей, если кто-нибудь тебе сделал зло, то ты стараешься отнестись к нему именно с добром или делать ему добро. И, конечно же, вот эта проблема, чтобы решить вот эту проблему, это, да, как указывают ученые, как сказал сам шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити, то есть эта проблема разрешается, то есть лечение на эту проблему есть именно в 3 делах. В 3 делах по отношению к человеку. И первое это, чтобы каждый верующий человек старался оставить злодеяние по отношению к своему брату, даже если он с ним поступил плохо. И также, если даже с ним кто-то поступил плохо, чтобы он старался отнестись к нему именно лучшим образом, чтобы он проявил к нему добро. И также третье это, чтобы верующий человек остерегался шайтанов из числа джиннов, именно прибеганием к защите Аллаха Азза ва Джаль от его зла. То есть защита от шайтанов из числа джиннов есть только в этом. То есть когда человек прибегает к защите от его зла у Аллаха Азза ва Джаль, к Аллаху Азза ва Джаль. И как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Зарру, радийаллаху анху, «Я Аба Зар, та'авваз биллахи мин шарри шаятин аль-джинни валь-инс». О Абу Зар, прибегай к защите от зла шайтанов из числа джиннов и людей. И когда Абу Зар спросил у него, разве бывают шайтаны из числа людей, на что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему, да, конечно же, бывают. И также лечением вот этих проблем между мусульманами, то есть именно лечение вражды между верующими людьми и вражды шайтана из числа джиннов, оно заключается в 3 вещах. Первое это то, что пришло в сурат Аль-А'раф. Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Худил афва ва'мур бил урфи вa'арид анил джахилин». Аллах Азза ва Джаль сказал пророку, алейхиссалату вассалям: будь снисходителен, то есть не требуй от людей того, что они не могут или не умеют делать. Побуждай к добру, то есть в словах и делах, и отвернись от невежд. То есть если какие-то невежды будут приставать к тебе, или же, то есть будут какие-то сеять свои такие непонятные дела, делать какие-то непонятные дела, то есть отвернись от них, оставь их. И также Аллах Азза ва Джаль говорит, чтобы по отношению к верующим людям, если ты даже увидишь какое-то злодеяние от них, прости их и относись к ним лучшим образом. То есть ты прояви к ним добрые отношения. И второе это то, что пришло в сурат Аль-Му'минин. Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Идфа' биллати хия ахсану ас-сайи'ата нахну а'ламу бима ясифун». Аллах Азза ва Джаль говорит: оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит в этом аяте, чтобы мы, когда увидим какое-то зло от наших братьев по отношению к себе, чтобы мы оттолкнулись от этого именно таким образом, поступая с ними добром, то есть делая им добро. Конечно же, это все касается таких личных обид между мусульманами. То есть эти аяты, они касаются личных отношений между мусульманами. Однако, когда это касается общества, или же когда это касается, например, разных течений
заблудших течений, можно сказать. То есть вот эти дела уже, они решаются именно в соответствии с Кораном и Сунной. Например, если есть какая-то группа или же секта, которые, как мы знаем, являются из числа нововведенцев, чтобы мы могли бы относиться к ним хорошо или же с добром, конечно же, мы должны вести с ними, если есть люди, у которых есть полномочия на это, имеются, у которых знания, они должны разрешить эту проблему между собой, именно прибегая к знаниям из Корана и Сунны. И как мы знаем, если есть какие-то общины, которые являются из групп нововведенцев, то, конечно же, верующим людям нельзя с ними дружить, нельзя с ними сидеть. Как сказал имам Ахмад в своей книге «Ас-Сунна», что убеждением Ахлю Сунна валь Джама это то, чтобы мы, например, не сидели с этими нововведенцами, чтобы мы с ними даже и не спорили. Почему? Потому что они могут ввести в заблуждение верующего человека, особенно того, у которого нет шариатских знаний или же который слаб в имане. То, что касается защиты вражды от шайтанов из числа джиннов, то это, чтобы мы говорили, как сказал Всевышний Аллах в Коране: «Вакуль Rabbi а'уду бика мин хамазати шайтан». И скажи: «О пророк, Господи, я обращаюсь к Тебе за защитой от наущений шайтана». «Ва'уду бика Rabbi айяхдурун». Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне. И третье это то, что касается верующего человека, то есть как он должен найти лечение от болезни шайтана. Или же, как он должен найти лечение также среди людей, которые относятся к тебе плохо, например. Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Валя тастави л-хасанату валя с-сайиа, идфа' биллати ахсану, фа'идha алладhi байнака ва байнаху адаватун ка'аннаху валиюн хамим». То есть в этом аяте, который мы и до этого упомянули, Аллах Азза ва Джаль говорит: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близким, любящим родственником». То есть, когда ты будешь относиться к своему брату, который причинил тебе зло, если ты будешь относиться к нему хорошим нравом, или же будешь относиться к нему добром, конечно же, это в многих случаях приведет к тому, что вы будете в итоге как близкие родственники. И также, то есть вот это качество, как сказали ученые, они мало у кого бывает. То есть мало из людей, которые сможет в ответ на зло, которое ему причинили, ответить добром. И, конечно же, мы должны понимать, что в первую очередь вот эти все отношения, хорошие отношения, про которые мы говорили, они должны быть между верующими людьми, между мусульманами. То есть это не относится к кафирам, это не относится и даже не относится, наверное, к некоторым таким ярым нововведенцам религии. Это относится именно к тем верующим людям, которые стараются придерживаться сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому Аллах Азза ва Джаль также указал нам, какие отношения должны быть у верующих людей по отношению к кафирам. Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит, Аллах обязательно приведет таких людей, которые будут любить, то есть Аллах будет любить их, и они будут любить Аллаха Азза ва Джаль. «Азиллатин алил му'минин», они будут мягкими, то есть приниженными по отношению к верующим людям. «А'иззатин алил кафирин», также они будут
строгими, жесткими по отношению к кафирам. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте сказал: «Мухаммадун Расулуллах, валладзина ма'аху ашиддау аля аль-куфари рухамау байнахум». Мухаммад, посланник Аллаха Азза ва Джаль, а те, которые с ним, они являются, то есть они жесткие по отношению к кафирам и милостливы по отношению друг к другу. То есть это является из качеств верующих людей, чтобы они были милосердными по отношению друг к другу, и чтобы они были жесткими и по отношению к кафирам. И также в другом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Я айюхан наби, джахидил куфара валь мунафикина, ваглуз алейхим». О пророк, сражайся с кафирами и мунафиками и лицемерами, ваглуз алейхим, и будь жестким по отношению к ним, проявляй к ним жесткость. И, конечно же, это относится в первую очередь, вот эта жесткость по отношению к кафирам, это относится к тем кафирам, в первую очередь, к тем кафирам, которые враждуют с мусульманами. Если же есть некоторые кафиры, которые, например, находятся по соседству с тобой, то есть твои соседи, или же те, которые находятся под властью мусульман, то есть к ним уже верующие также относятся хорошим, добрым отношением, однако указывая ему, что то, что он является кафиром, это является большим заблуждением. И поэтому шейх Мухаммад аль-Амин Шинкити сказал: «Фашиддату фи махалли лини хумкун ва харакун, ва лину фи махалли шиддати да'фун ва хаварун». То есть грубость, где должна проявляться мягкость, это является глупостью, он говорит. И мягкость там, где должна проявляться жесткость, это слабость, он сказал. Поэтому верующий человек должен разделять, должен понимать, где он должен быть мягким и где он должен быть жестким. В первую очередь его мягкость, его милосердие, его доброта, она относится именно к его братьям-мусульманам. К его братьям-мусульманам, даже если они будут из числа грешников. Жесткость и проявление такого жесткого отношения или же неприязни, или же вражды, это относится к врагам Аллаха Азза ва Джаль, к врагам Аллаха из числа кафиров и мунафиков. И поэтому это вопрос, который касается такого важного вопроса аль-валя валь-бара. Это дружба и непричастность ради Аллаха, дружба с верующими людьми ради Аллаха и непричастность к кафирам ради Аллаха Азза ва Джаль. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад вальхамду лиллахи раббил аламин.